Получить возможность воплотить свои идеи в жизнь – главное, зачем приехали на форум «Иволга. Молодые таланты». Из 1500 участников 76 из Удмуртии. У каждого свой оригинальный и амбициозный проект. Впереди 10 дней учебы, встречи с интересными людьми и профессионалами своего дела и, конечно, защита своих разработок и идей. По традиции на суд жюри были представлены как гуманитарные проекты, так и технические разработки. Можно сделать кормилку для кота. То есть она может в определенное время суток, допустим, доставать банку с полки, до которой кот не может добраться, открывать ее, грубо говоря, при этом, и насыпать в миску. Может подливать воду. Ну, такая как интересная игрушка получается. Каждый участник презентовал свой проект по несколько раз. Чтобы пробиться в финал, нужно получить высокие баллы от экспертов окружного этапа, далее федерального. Жюри оценивало комплексно от идеи до реализации проекта. Народ, давайте 3 минуты и как-то займите нормальное место, да, по кругу. Сейчас будем докладывать. У нас Митя сегодня в кои-то веки допоздна. Сейчас он вам расскажет свое мнение по поводу ваших проектов и того, что у нас происходит. На каждом направлении эксперты, они по-разному выстраивают. Очень здорово, когда вы заходите и по-удмуртски приветствуете. Кто еще не знает, пожалуйста, выучите. Это очень классно смотрится, когда заходит человек и на национальном языке приветствует экспертов. Главная задача участника – емко и четко обозначить проблему проекта и объяснить, зачем им нужен грант. На что пойдут средства гранта конкретно по статьям расходов. Чтобы мы понимали, там, например, что если мы тебе даем 300 тысяч на реализацию проекта, что на них будет сделано то-то, то-то и то-то. Да, либо если это будет 200, то это будет сделано вот это, если это будет 150, то это сделано вот это. В рамках этого проекта мы провели исследовательскую работу, изучали основные 4 рода малой пурги. Это уча, бигра, норнер. Эксперты на каждом этапе оценивали проекты и указывали на всевозможные недочеты. Время на исправление – 1 ночь. Надо успеть доделать проект, защититься и успеть на лекции. Возможность у вас конкретно... У Натальи Ягодиной из Ижевска 3 работы по разным направлениям. Политика, малая родина и патриотика. Уже после первых выступлений и общения с экспертами получила высокую оценку своей деятельности. Даже получила несколько предложений для сотрудничества, предлагали работу. Но решила пока не распыляться, все ее проекты обязательно будут реализовываться непосредственно дома, в Удмуртии. Очень много было мне предложений вообще. То есть здесь были представители крупных организаций, которые проводили консультации, которые помогали дорабатывать проекты, подсказывали что-то, да. Вот, то есть я уже, наверное, совсем с другой позиции и отношения к жизни вернусь в Ижевск. Так, универсальная платформа АЭСТ спасательная. С помощью нашей платформы возможно эвакуировать людей из пожаров в многоэтажных зданиях. Удивил своим проектом и Юрий Павлов. Летающая платформа по своей конструкции напоминает большой квадрокоптер, предназначена для эвакуации людей при пожарах и крупных ДТП. По подсчетам автора, его проект обойдется во много раз дешевле спасательных вертолетов. Нам необходимо построить прототип. На создание прототипа нам понадобится 950 тысяч рублей. Вот. После чего мы сможем дальше дорабатывать свой проект, свою платформу, прототип и дальше привлекать инвестиции для разработки уже серийной модели. То есть люди будут видеть, что за штуковина, как она летает, и так намного проще привлечь деньги в проект и дальше его развивать. Сейчас мы как раз-таки находимся в поиске инвесторов или венчурных фондов, или частных инвесторов. Вот это было бы нам очень даже кстати на данном этапе. Хорошую подготовленность проектов показала практически вся делегация. Как отмечают эксперты, идеи из Удмуртии уже грамотно укомплектованы и готовы к защите. Поэтому с первых же дней у ребят начались тестовые презентации. Удмуртия наконец-то за последние годы стала достаточно активно выходить, хотя бы на арену ПФО со своими проектами, и причем выходить не в качестве наблюдателя, не в качестве такого форумного туризма, а в качестве представителей реальных проектов, представителей реального бизнеса и представителей реальной проектной деятельности, которая впоследствии могла бы иметь продолжение. Из 1500 проектов гранты рассчитаны лишь на 60, но и те, кто останется без финансовой помощи, уже будут иметь готовый для реализации проект. Самое главное – их собрать и озвучить. Мы не можем себе позволить эту роскошь отбирать проекты и выбрасывать их. Нам надо максимально
организовать среду, экосистему, при которой эти проекты будут дорастать до рынка. 10 дней работы форума и определены лучшие из лучших. Удмуртия взяла 2 вторых и 1 третье место. У нас хорошие результаты, потому что мы маленькая делегация, мы маленький субъект. Вот. Но, тем не менее, если сравнивать с прошлым годом, то мы улучшили, там, в 2 раза улучшили свои цифры, показатели. Вот. Но есть куда стремиться на самом деле. Нам срочно грузили вообще, мы просто задавали. Болезинец Алексей Старков получил 200 тысяч рублей на реализацию своего электронного проекта «Диалог с властью». И уже в сентябре, обещает Алексей своим землякам, они получат возможность на такой диалог с властью не только на местном, но и на республиканском уровне. Через интернет-технологии, ну также будет и офлайн площадки, это публичное слушание и тому подобное. Я буду настраивать конструктивный диалог между народом и властью. Мы будем поднимать проблемы, непосредственно передавать это власти, все это обмозговывать и решать эти проблемы на местах. Ижевчанин Кирилл Остальцев выиграл грант на ликвидацию безграмотности в области культуры. Свои 200 тысяч рублей потратит на популяризацию акционизма. Это одна из форм современного искусства. Что я хочу создать, это лаборатория акционизма. Вот, то есть 2 недели курса с привозными экспертами в разных направлениях акционизма. Неделя открытых мастерских, где участники курса будут создавать свои работы для выставки, и любой посетитель может прийти и посмотреть на такую внутреннюю кухню создания искусства. Проект Дарьи Меркушевой в области предпринимательства занял 3-е место. Современная студия робототехники для детей теперь будет и в Воткинске. Подсоединяем их к компьютеру и программируем. То есть эта фигурка уже приходит в действие, и это уже очень популярно, то есть в многих больших городах. Но в Воткинске это еще не так сильно развито. Именно поэтому нам эта тема была очень близка. Вот, и как оказалось, не только нам. То есть, когда вот мы здесь, ну, во-первых, на форуме мы делимся своим опытом, да, то есть знакомимся с новыми людьми, и очень много интересных проектов, и когда мы рассказываем о своем, то очень много людей тоже интересуются этим, то есть это популярно, можно так сказать. Не отмеченные на форуме проекты по приезду в Удмуртию не потеряются, уверены руководители делегации. После Иволги практически каждый проект готов для реализации. Для нас форум Иволга — это финал такой почти, более чем полугодичной программы взаимодействия. Это молодежное движение «Креативный капитал», это лифт городской, да, штаб городских проектов, это Министерство по физкультуре, спорту и молодежной политики. То есть это такой, тандем — это 2, а 3 — это трио. 3 организации, которые вот работали полгода. Поэтому, наверное, в этом же составе мы и будем дальше курировать реализацию проектов. А некоторые проекты нашли инвесторов и наставников уже на форуме. Предприниматель и по совместительству эксперт форума от Удмуртии Светлана Аксянова была приятно удивлена профессиональными работами земляков. Конечно, есть команда из Воткинска, с которой мы будем сотрудничать и не потеряемся, я уверена. Но и из ПФО есть несколько команд, с которыми мне бы хотелось продолжать общение, возможно, вкладываться в них. Но это уже все будет точно известно после форума, когда мы встретимся уже в формальной атмосфере, обстановки и присмотримся друг к другу. Есть один проект, проект из Пензы, который мне бы хотелось реализовать в нашем регионе. Они там педагоги, она такая добренькая, они там денежку собираются на город, там ходят в пляж. У них любимое мероприятие, друг друга по спине стукают. Не, они там не сильно, они как массаж. То есть она работает как массаж. На форуме работало 10 тренинговых смен. Федеральная смена на инновации и техническое творчество, культурный бум, малая родина, большие возможности, медиаволна, патриот, поколение добра, политика, спортивная молодежь, здоровая нация, ты предприниматель, в том числе международная смена Иволга Глобал, организован инклюзивный городок. Каждый участник Иволги приедет домой с новыми знаниями и умениями в своей сфере. Уже в ближайшее время сотни проектов Иволги будут воплощаться в жизнь. Пройдет совсем небольшое время, и многие из вас возглавят предприятия, компании, придут в органы государственной и муниципальной власти, станут теми людьми, кто подхватит эстафету старшего поколения и будет развивать нашу страну. Будет делать ее великой державой, которую будут уважать, ценить и считаться во всем мире, как это происходит и сейчас.
И я уверен, что наша Иволга вносит определенный вклад в это, дает вам возможности познать друг друга, познать новые идеи, получить новые знания, реализовать свои проекты, а может быть, получив новые идеи, уже воплотить их уже в своей профессиональной практической деятельности. Всего Удмуртия выиграла 700 тысяч рублей, учитывая общий бюджет грантов 11 миллионов, результат хороший. Кроме основных побед были и спецпризы, и поощрение наших участников путевками в звездный городок.